Лучики цвета. Хорошо. Профсоюз Северо-Восточного федерального университета. Приветствуем вас. Отлично, что у нас профсоюз принимает участие, готовится, так скажем, да, принять участие. Да, совсем немало осталось времени, ровно остается 10 дней, драгоценных, дорогих дней для всех нас, участников конкурса фонда президентских грантов, но те, кто планирует, да, принять участие, да, готовимся. Коллеги, напишите также, на каком этапе составления, разработки заявки вы находитесь. Это тоже интересно. Светлана Викторовна, председатель местной общественной организации Содружества города Нерюнгри. Очень приятно. Так, Кескиль, мы знакомы ангинским улусом. Так. Так, народ подтягивается. Как звук включить? Если самое главное, чтобы вы меня слышали, мы просим, наоборот, таки отключить свои микрофоны, чтобы мы друг друга не мешали. И в конце, когда мы приступим к вопросам, я думаю, что можно задать вопрос и через микрофон, вот тогда надо будет включить микрофон. Но для тех, кто не слышен звук, мы предлагаем выйти из Zoom, зайти заново, и при входе вы должны нажать кнопку с использованием звука компьютера. Есть такая кнопка при заходе на вебинар. Администрация села Харбалат 2. Так, очень приятно, что администрация еще у нас в числе участников. Кебяи Кескиле. Детская общественная организация. Здорово. Кебяйского улуса, поселок Сангар. Мы пока не видим арктические районы. Мария Накентьевна Заровняева, специалист по проектной деятельности Оленевского района. Как только заговорили об Арктике, к нам подключилась Арктика, Оленевский улус. Очень приятно. Ленский район, организация ТЭТИМ. Здравствуйте, всех приветствуем. Некоммерческая организация «Надежда», Верхоянский район. Очень приятно. Арктика подключается, и это здорово. Национальная библиотека Республики Саха-Якутия. Приветствуем вас. Мы знаем, что есть у нас библиотечная ассоциация Республики Саха-Якутия. Очень приятно. Всем добрый день. Так, я сейчас включу презентацию. Так, время у нас 11:02. Я думаю, что потихоньку мы начнем. Я предлагаю начать. И сегодняшний вебинар, тема сегодняшнего вебинара – это чек-лист. Проверяем заявку на конкурс фонда президентских грантов от А до Я. Есть такой инструмент самопроверки заявки. То есть что такое чек-лист? Да, чек-лист – это список, который содержит ряд необходимых проверок.
ряд вопросов, по которым вы проверяете, правильно ли вы составляете заявку, корректно ли выполнен, и какой процент заявки у вас выполнен или составлен правильно. И вот сегодня мы с этим инструментом ознакомимся. Я думаю, что, коллеги, вы с этим инструментом уже знакомы, возможно, у вас чек-лист даже есть, и каждый раз, когда вы принимаете участие в конкурсе Фонда президентских грантов, вы по этому чек-листу проверяете свою заявку. Скорее всего, да. И мы сегодня как раз-таки еще раз поднимем этот чек-лист, потому что сами эксперты Фонда президентских грантов, когда приезжали к нам в Якутию во время гражданского форума в июле 2019 года, они нам порекомендовали как раз-таки и проверять, и самостоятельно, и в группе работать именно с этим чек-листом. Это инструмент для самостоятельного применения, проверки заявки на конкурс. Поэтому я думаю, что если мы от эксперта Фонда президентских грантов получили этот чек-лист, то мы обязаны и должны применять его в работе. Да? Вот. Еще раз представлюсь. Надежда Наговицына, Единый ресурсный центр поддержки социально ориентированной некоммерческой организации, являюсь координатором. Сегодня вместе с вами проведу час для проведения вот этого вебинара. Но вот так вот выглядит чек-лист, это вот такая вот вопросы идут, и сегодня именно вот этот чек-лист мы полностью разберем, каждый пункт, что должно быть, что не должно быть, и что мы рекомендуем как эксперты при составлении заявки. Да? Вот так она выглядит, она объемная, но небольшая и очень доступно изложена, где что вы должны указать, что не должны забыть. Да? Вот все это мы сегодня изучим вместе с вами. Вот. И исходя из чек-листа, вот из представленного чек-листа, чек-лист вы получите в завершении нашего вебинара прямо в чате. Наш IT-специалист, который сейчас нам помогает как раз-таки провести этот Zoom-вебинар, он отправит в чате ссылку на этот чек-лист. Так что вы получите и в чате, если кто торопится, и мы можем вам отправить на электронную почту. И исходя из чек-листа, мы выстроили вот такой вот план работы. Первый вопрос – это целевая группа, территория реализации проекта, обоснование проблем, цель проекта, результаты проекта, какие должны быть задачи, сколько их должно быть, как строятся мероприятия календарного плана, команда, бюджет, письма поддержки – это немаловажная вещь, так скажем, опыт и информационная открытость организации. И по этим 9 частям вот такой вот небольшой план, большой, а может быть для кого-то небольшой план сегодняшнего нашего вебинара. Итак, если вы готовы, если мы готовы, то я начну. Итак, первый вопрос, который мы смотрим по чек-листу, это целевая группа, территория реализации проекта и обоснование проблемы. Проблем или проблемы. То есть проблем может быть и несколько. Вот смотрите, почему целевая группа, территория реализации проекта и обоснование проблем находится в одном ключе. Почему? Потому что целевая группа, наши благополучатели, они проживают на одной определенной территории. И мы все прекрасно знаем о том, что проект ограничен чем? Территорией, временем, командой и бюджетом. И поэтому мы не можем отдельно смотреть целевую группу, мы не можем смотреть отдельно территорию реализации проекта, и мы не можем отдельно смотреть проблемы. Все они взаимосвязаны, как пазл. Я все время говорю о том, что смотрите на свой проект как пазл. Все должно быть взаимосвязано. И эксперты, которые проверяют вашу заявку, они как раз-таки смотрят, есть ли логика, есть ли связь, что где связано. Если вы где-то не указали там целевую группу, или указали не ту территорию, или проблемы какие-то другие вдруг появляются в какой-то части заявки, то они-то очень хорошо и по чек-листу смотрят, где, говорится, пропадает эта логика, да, так скажем. Вот, поэтому основной принцип вообще разработки проекта – это конкретно доступно изложить заявку. То, что вы имеете замечательную идею, то, что вы имеете замечательный проект, это не всегда мы правильно излагаем именно в проектной заявке. Проект – это проект, социальный проект, но проектная заявка – это возможность передать доступно, четко, ясно
свою мысль экспертам. Заявку нашу проверяют два независимых эксперта, которые находятся в разных точках России, в разных городах. Они друг друга не знают, и они должны одинаково и четко, ясно понять мысль, которую мы передаем через проектную заявку. Благодаря этому наша усердная, такой педантичная, может быть, в какой-то степени работы над составлением проектной заявки, мы как раз-таки безвозмездно получаем грант. Поэтому к этому нужно отнестись, если вы хотите получить грант, то к этому нужно отнестись ответственно. Итак, что требуется? Требуется прежде всего конкретно описать целевые группы. Вот я подчеркнула красным цветом от 7 до 14 лет. К примеру, если мы просто укажем дети, то это дети растяжимые. Дети могут быть и новорожденные дети, дети могут быть и 18-летние. И какая же целевая группа как раз-таки относится к вам, это нужно конкретно указать. И когда вы как некоммерческая организация, четко указываете возрастной диапазон, конкретно указываете, что это дети или подростки, или молодежь, что эксперт уже понимает, что это некоммерческая организация, четко знает, и она как бы является экспертом в этой области, поэтому они так четко пишут, да, ясно, конкретно. Поэтому я предлагаю вам обратить внимание сейчас на вашу целевую группу, дети в возрасте от 7 до 14 лет, может быть, до 18 лет, подростки. Если указать молодежь, то мы понимаем, что по новому законодательству у нас до 35 лет люди являются молодежью. Да? Молодые семьи, приемные семьи или многодетные семьи, или просто ветераны. Но ветераны бывают разные, да? Боевых действий бывают, там, допустим, ветераны Великой Отечественной войны бывают, да? Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей есть. Но есть дети, которые воспитываются в приемных семьях, а есть дети-сироты, которые воспитываются в интернатных учреждениях. То есть вы должны конкретизировать вашу целевую группу. Это самое главное правило, конкретная целевая группа. Вот. И едем дальше. Теперь мы должны проверить вместе с вами, для каждой ли выбранной целевой группы обозначено следующее. И вот как раз-таки слева есть вопросы для самопроверки. Количество представителей целевой группы на территории реализации проекта. То есть вы должны указать, это как раз-таки первая часть, раздел о проекте, где вы указываете, что в селе проживают 200 многодетных семей, в которых воспитываются 300 детей. Вот смотрите, когда эксперт поднимает нашу заявку, он должен понимать, откуда вообще некоммерческая организация, где реализуется проект. И он должен четко понимать, о чем говорится. Если мы говорим о том, что проект ориентирован, направлен на многодетных семей, то он должен понимать о том, что в районе, в селе или в городе, в общем, в целом, сколько многодетных семей и сколько детей в них воспитываются. А потом от этого мы понимаем о том, что сколько из этих семей и сколько детей примут участие в проекте. То есть это масштаб проекта, какой кусок, какой процент целевой группы принимает участие в проекте. То есть эксперты вот это смотрят. Проблема целевой группы должны быть. Какие имеются проблемы у этих многодетных семей? Имеются трудности или воспитания? Это я, к примеру, написала, да? Отсутствие досуга, может быть, увеличилось количество правонарушений среди детей. То есть мы должны обязательно конкретизировать проблему, которая имеет у целевой группы, и желательно именно ту проблему, которую мы хотим решить. И указали ли мы причины проблем, как эксперты некоммерческих организаций, да, что нет центров досуга в селе для детей, кружков нету, допустим, да, то есть мы должны об этом указать. Нет специалистов, нет тренеров, и мы должны указать о том, что как вообще эту проблему местное поселение, школа решают. Мы пишем о том, что занимается только школа, что нет профессиональных тренеров, хореографов, что нет инвентарей. И именно для этого мы решаем проблему. Да?
как еще представители целевой группы, то есть сами многодетные родители решают эту проблему. Мы можем написать о том, что сами своими собственными силами родители детей сами там берут кредиты. Есть такие истории, когда приемные семьи из Арктики берут кредиты, отправляют детей в различные лагеря, санатории. Есть такая история, допустим, да. То есть можно написать, что родители сами этим занимаются, берут кредиты, отправляют там, допустим, да, что есть трудности. Мы должны отразить обязательно количественные и качественные результаты проекта, что в результате, благодаря этому проекту, вот столько-то детей, вот столько-то родителей улучшат, допустим, у них примут вот такие вот будут у нас количественные результаты, и какие есть качественные результаты. Проект без количественных и качественных результатов – это не проект. Потому что социальный проект должен иметь обязательно социальный эффект. Это гармонизация детско-родительских отношений, что снизится количество правонарушений, произойдет социализация, повысится уровень социализации. Да? То есть вот об этом мы должны обязательно отразить. Есть ли мероприятия для этой целевой группы в календарном плане проекта? Я, к примеру, вы пишете о том, что вы вносите в календарном плане, может быть, новые кружки, секции для детей появляются в селе, что вы в рамках проекта привлекаете хореографа, тренера, что для родителей вы привлекаете психолога, он проводит тренинги, семинары, да, то есть вот о чем мы говорим. Отражено ли в календарном плане у нас получается, что количественные данные, да, сколько человек получит помощь, поддержку. И мы пишем о том, что вот столько-то юношей, вот столько-то мальчиков, вот столько-то девочек посетили вот такие-то, такие-то кружки. А родители посетили для них вот эти вот мероприятия ориентированы на родителей. Да? То есть вот это мы должны обязательно указать. Это должно быть. А что касаемо социальной проблемы. Есть в чек-листе вопросы для самопроверки. Результаты, собственно, вот смотрите, из чего вообще состоит проектная заявка. Мы все знаем о том, что в фонде президентских грантов заявка состоит из 6 частей. И первая часть, самая основная, и как раз-таки очень многие проблемы, трудности у составителей заявки возникают именно в первой части, в обосновании социальной проблемы. И у нас есть 10 критериев, по которым у нас проверяют заявку, и там есть актуальность. То есть мы должны обосновать социальную значимость проблемы. Исходя из чего? Мы должны доказать эксперту, что проблема существует. И тогда мы должны что? Предложить результаты собственных исследований целевой группы. Мы можем сделать презентацию результатов исследования. Мы можем провести опрос, анкетирование. Мы можем даже прикрепить таблицу в Excel, показать о том, что мы провели в какой-то период вот такое исследование, опрос, наблюдение, и вот такие вот у нас результаты. Мы должны это показать. Мы можем, если у нас не имеется на руках возможности, допустим, или на руках не имеется, или возможности нет проведения исследования, то мы должны показать исследование экспертной группы, допустим, группа психологов приехали или там с министерства там пришли, провели исследование, допустим, да, это исследование где-то у нас там висит на сайте Министерства труда или на сайте фонда, благотворительного фонда Харсхал, например, да, проблема социализации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, то мы должны ссылаться на эту официальную статистику. Вот. Кроме того, если мы говорим про население, если мы затрудняемся в количестве населения, да, в районе, сколько человек проживает, в городе, в республике, сколько человек проживает, то мы можем ссылаться на официальную статистику, которая имеется на сайте Управления Федеральной службы статистики. Мы заходим туда, находим определенные там поселения, на слег или район, и ставим, и откуда взята статистика, мы можем указать ссылку на сайт Управления Федеральной службы статистики. Мы также можем указать на численность детей-сирот либо в докладе уполномоченного по правам ребенка, либо можем указать на, допустим, на сайт Министерства труда, на ежегодный отчет Министерства труда. То есть там где имеется официальная статистика. Кроме того, в обосновании социальной проблемы эксперты рекомендуют, чтобы мы указали цитаты представителей органов власти. Это может быть послание президента Российской Федерации. Находим послание, берем ссылку из средств массовой информации, из интернета, интернет-ссылку ставим в текст. Если мы ссылаемся на послание Элдархана,
то мы можем ссылаться тоже на текст послания Элдархана, находим эту статью, эту информацию и интернет-ссылку прямо прикрепляем в тексте. Есть, вот смотрите, когда в последнем послании Элдархана очень много было упомянуто про детство, о том, что республика уделяет большое внимание детству, развитию человеческого капитала детства, развитию арктической территории, то мы должны обязательно, если мы пишем проекты по Арктике, либо мы пишем проекты по детству, то мы должны обязательно рекомендуем указать вот на это послание. Вы тогда должны эксперту прикрепить в тексте заявки вот эту ссылку. Также может где-то министр труда и социального развития сказал, какая работа проводится и какие трудности имеются в работе с теми или иными целевыми группами. А эта целевая группа является вашим благополучателем, вашей целевой группой. Тогда мы можем указать ссылку на эту интернет-ссылку вот на это интервью. Да? То есть, в принципе, есть очень много возможностей доказать экспертам обоснование социальных проблем. Я прошу отключить микрофон. Кто-то включил, да. Продолжаем дальше. Также можно указать другие статьи, где упоминается проблема, о том, что имеется такая проблема, что произошел общественный резонанс. Мы помним, буквально год назад был большой общественный резонанс по бродячим собакам в городе Якутске. И когда писали проекты некоммерческие организации по как раз-таки защите животных, они как раз-таки в заявке могли указать и указывали, по-моему, да, что на ссылки на публикации в средствах массовой информации, что в городе очень много бродячих собак, что бродячие собаки сейчас представляют угрозу жизни и здоровью населения. То есть вот так. То есть есть уйма возможностей доказать эксперту разными путями, не обязательно все, можно именно те, которые вам подходят, которые вы хотите именно так доказать экспертам о том, что проблема существует. Цель проекта. Мы не раз говорили на наших вебинарах о том, что цель проекта она должна быть одна. То есть первое правило – цель должна быть одна. Если это касается, конечно, долгосрочных проектов, то целей может быть два. Да. Но цель одного социального проекта, который длится полгода, год, 1,5 года, да, то мы знаем о том, что правило, эта цель, она должна быть одна. Цель, она должна быть конкретна. И мы предлагаем вам вот сейчас обратить внимание на таблицу вопроса самопроверки, конкретна ли цель. И тут два вопроса. Связана ли цель с проблемами всех указанных представителей целевых групп? Понятно ли из формулировки цели, чего конкретно хочет добиться автор заявки? Вот, например, конкретная цель. Социализация, социальная адаптация и профессиональная ориентация выпускников детских домов Республики Саха-Якутия. Вот смотрите, конкретная цель, чего мы хотим? Мы хотим социализировать, мы хотим, чтобы выпускники детских домов были адаптированы в обществе, и мы хотим, чтобы они определились с выбором своего профессионального пути, начиная от выбора профессии. Это касается, мы указали в цели конкретно целевую группу выпускников детских домов и конкретно указали, что территорию Республики Саха-Якутия. То есть, смотрите, если бы цель звучала просто социализация, социальная адаптация, профориентация выпускников, непонятно, школ ли, или каких выпускников, или кого там, допустим, то здесь мы конкретно видим, что, как говорится, о чем говорится речь. И цели уже эксперт понимает, на что вообще направлен проект, о чем говорится в проекте. Правило третье. Цель должна быть достижима. Вопросы для самопроверки, достижима ли наша цель, это возможно ли в принципе достичь поставленную цель за период реализации проекта. Достаточно ли задач, чтобы достичь цели? Вот смотрите, цель может быть, допустим, неправильно написана, если мы скажем о том, что каждый ребенок должен жить в семье, и мы всех детей, вот 400 детей, которые находятся в детских домах республики, чтобы мы всех устроим. Это недостижимая цель. Достижимая цель, она должна быть конкретной, что мы в течение проекта устроим там сколько-то детей в семьи, допустим, да, там 10 детей, 15 детей, допустим, через там составление видеопаспортов, через там информационную кампанию, да, через школу приемных родителей. То есть она должна быть достижимой.
Вот, и поэтому вот та же цель, которую мы, в принципе, можем, допустим, вот мы знаем количество выпускников детских домов, каждый год около 70 детей мы выпускают из детских домов, то 70 детей мы как-то с ними можем встретиться, поговорить, провести для них различные мероприятия, и, в принципе, мы можем уже их социализировать, адаптировать и помочь им в выборе профессии, да, то есть она должна быть, в принципе, достигаемой. Вот. Следующий шаг в чек-листе, блок такой, да, это третий блок, это результаты проекта. То есть, смотрите, еще раз повторяю, социальный проект, он должен иметь социальный эффект. И об этом, то есть проект должен обязательно иметь результаты. Это не мероприятие, это именно в рамках, когда мы реализуем те или иные мероприятия, мы должны достигать количественные и качественные результаты. И смотрите, за период реализации проекта. То есть все это должно происходить за период реализации проекта. Вот цель у нас, допустим, одна. Задач должно быть несколько. Это могут быть 3 задачи, это может быть 4 задачи. И вот смотрите, каждая задача, для того, чтобы достичь одну задачу, мы проводим несколько мероприятий. Для решения второй задачи мы опять реализуем тоже несколько мероприятий, 2-3 мероприятия. И в каждом мероприятии мы указываем, если вы заполняли или открывали и знакомились с формой заявки, на конкурс фонда президентских грантов, вы прекрасно знаете, что она очень удобная, когда мы составляем мероприятие под задачу, и в каждом мероприятии мы с вами указываем ожидаемый результат. И вот как раз-таки в столбце ожидаемые результаты мы должны указать, что количественные и качественные результаты обязательно. Если вы в каждом блоке, в каждом мероприятии будете указывать, и даже это для себя интересно, что я проведу вот такое мероприятие, и в этом мероприятии у меня столько-то человек примут участие, и в результате этого мероприятия вот что-то изменится у моей целевой группы, у моих благополучателей. И это интересно даже для оценки своих собственных ресурсов. Сможет ли моя команда, там, допустим, охватить за одно мероприятие 300 человек, или достаточно, чтобы 75 человек приняли участие, или 50 человек приняли участие. Это вот как раз-таки, как говорится, самооценка. Вот. И исходя из того, сколько человек примут участие в том или ином мероприятии, какие качественные изменения будут достигнуты в том или ином в результате реализации тех или иных мероприятий, у нас как раз-таки в завершении составления, так, если мы доходим уже к финишу составления заявки проектной, то мы уже увидим сами количественные результаты и качественные результаты. Это всегда очень интересно, когда ты, как говорится, подходишь к составлению заявки творчески. Но смотрите, мы в конце нашего вебинара еще посмотрим вместе с вами, ознакомимся еще раз, да, потому что мы не раз об этом говорили, про критерии оценки заявки. Фонд президентских грантов проверяет наши с вами заявки по 10 критериям. И в каждом критерии у нас есть 10 баллов, которые мы должны как раз-таки заработать. И я говорю о том, что к составлению проектной заявки можно относиться и творчески, но в том числе и немножко спортивному, чтобы заработать вот эти как раз-таки баллы. И для того, чтобы заработать эти баллы, мы как раз-таки сейчас проходим вместе с вами чек-лист. Какими должны быть результаты проекта? Еще раз мы повторяемся, что есть количественный индикатор и есть качественный индикатор. То есть количественный результат – это как раз-таки количество людей, которые ощутят позитивные изменения после вашего проекта осуществления. И есть качественный результат – это конкретные изменения, которые мы добиваемся в результате проекта. Вот. И мы все прекрасно знаем о том, что результаты не должны быть какие-то космические или грандиозные, глобальные. Они должны быть измеримы, они должны адекватно, в рамках только той проблемы, которую вы указали. То есть если вы напишете совсем другие результаты качественные, да, что они вообще там куда-то поедут и что-то с ними случится, допустим, позитивно именно, да, но если это не относится именно к той проблеме, которую вы указали, то это уже не результат проекта, это что-то другое вы указали. То есть и конкретно, да, то есть результаты, они конкретны, то есть конкретно они касаются целевой группы, мы об этом в начале вебинара уже смотрели, конкретно срока и результата. Вот.
Задачи. Цель у нас имеет задачи. То есть для того, чтобы достигнуть цель, мы ставим перед собой задачи. И задач может быть 3-4 задачи в зависимости от проблемы. Если проект реализуется 2 года или 1,5 года, могут быть и 4 задачи. Если проект реализуется полгода-год, то 3 задач уже достаточно. И вот смотрите, очень интересная логика составления проектной заявки на конкурс Фонда президентских грантов. Я уже повторяюсь, по-моему, в 3-й раз о том, что под каждую задачу можно как раз-таки и надо формировать мероприятие, указать сроки и указать в ожидаемых результатах количественные и качественные результаты. Вот такая вот схема абсолютно простая, цель, оттуда идут 3-4 задачи, эти задачи разбиваются на мероприятии, вы сам ставите свои сроки, и от этого, как говорится, строится ваш социальный проект. На самом деле, вот как раз-таки и мероприятие, комплекс мероприятий, это и есть социальный проект. И в рамках, именно благодаря этим реализации качественно, да, этих мероприятий мы как раз-таки добиваемся вместе с вами количественных и качественных результатов. А значит, тот самый социальный эффект, на который направлен социальный проект. И вот перед нами стоят вопросы самопроверки по чек-листу, правильно ли поставлены задачи проекта, то есть все ли задачи напрямую логически связаны с целью проекта, если будут решены все задачи, будет ли достигнута цель проекта. Очень правильный вопрос. И достаточно ли мероприятий для решения всех задач. Вы обязательно потом нам IT-специалист отправит в наш чат ссылку на наш YouTube-канал. И в YouTube-канале имеется очень много наших вебинаров, которые мы проводим уже который раз. И найдите обязательно наши вебинары, в которых мы как раз-таки буквально вот проводили вебинар по бюджету проекта, и как раз-таки в бюджете проекта мы как раз-таки отсылались от мероприятий проекта, и как раз-таки мы там рассказывали по принципу построения мероприятий, о достаточности, да, необходимости. Вот. Так, мероприятие календарного плана. Мероприятия календарного плана, то есть мероприятия, они обязательно, для каждого мероприятия мы должны указать содержание этого мероприятия, что за мероприятие, где она проводится, это мероприятие, время проведения, да, когда она проводится, то есть сроки, и количественные, и качественные результаты. Если мы что-то пропускаем, то это нехорошо. Поэтому обязательно укажите про вот эти вот признаки, да, вот эти ключевые понятия. И вот смотрите, вы должны, почему эксперты требуют нам указать место проведения проекта? Потому что мы еще раз говорим о том, что наша целевая группа находится на определенной территории. И согласно нашей уставной деятельности, у нас есть, согласно уставной деятельности, территория реализации нашей деятельности, да, то есть где мы можем вообще заниматься решением тех или иных социальных проблем. То есть это может быть Республика Саха-Якутия по вашему проекту. Если это город Якутск, то мы должны понимать о том, что должно быть указано, что мероприятие проводится в городе Якутске. Примеры, если чаще всего указывают, например, там Чурапчинский улус, Сунтарский улус, допустим. Да, когда мы смотрим мероприятие проекта, когда открываем во время экспертизы мероприятия проекта, то там, получается, все мероприятия абсолютно проходят в селе Чурапча. А другие населенные пункты, как они охватываются, как идет охват целевой группы, тоже непонятно. Поэтому рекомендуют, если вы из Чурапчинского улуса, к примеру, да, берете 3 населенных пункта, то укажите в географии проекта только 3 населенных пункта, не усложняйте. А если вы берете весь Чурапчинский улус, допустим, у нас есть некоммерческая организация, ресурсный центр по поддержке детей с инвалидностью в Чурапче, то как раз-таки они указали все муниципалитеты, и в календарном плане мы четко видели в каждом мероприятии все населенные пункты, которые они охватывают. То есть вот так вот надо делать. Вопросы для самопроверки.
Понятно ли из описания мероприятий, зачем, для кого и каким образом они будут проводиться? Вот смотрите, целевой группы в проекте может быть несколько. Это может быть старшее поколение, это может молодежь, это может быть дети. К примеру, например, общественная организация Горного Улуса сейчас стали победителями проекта Фонда президентских грантов по проекту «Лети, моя стрела», по как раз-таки развитию стрельбы из лука в районе, да, то там как раз-таки они взяли несколько целевых групп. И в каждом мероприятии они указывали, кому направлено и кто примет участие в том или ином мероприятии. Не население Горного Улуса, да, в каждом мероприятии они пишут. Нет, они пишут о том, что вот это мероприятие направлено на подготовку по стрельбе из лука для детей и подростков школьного возраста. А это мероприятие именно для детей для людей с ограниченными возможностями. А это мероприятие для старшего поколения. И тогда эксперт видит четко о том, что действительно человек, который пишет проект, он грамотен и он четко понимает, как будет проводить мероприятие, зачем, для кого и каким образом. Потому что ты с детьми проводишь мероприятие по-другому, со старшим поколением, конечно, ты проводишь мероприятие по-другому. Вот. Все ли целевые группы задействованы в мероприятиях проекта? Иногда, да, берут 3-4 целевых группы, а когда мы смотрим мероприятия, ожидаемые результаты, то там целых 2 целевые группы почему-то вообще не указаны. И это тоже, как говорится, нелогично, это неправильно. Поэтому обратите внимание, пройдитесь по всем своим мероприятиям, обратите внимание на столбец ожидаемые результаты и посмотрите еще раз, все ли целевые группы вы указали. Отражает ли календарный план проекта последовательность реализации мероприятий? То есть, смотрите, в самом начале проекта чаще всего должны быть мероприятия вступительные, организационные, когда вы набираете группу, когда вы проводите информационную кампанию для того, чтобы к вам ваши благополучатели, целевые группы пришли. Как они узнают о том, что вы начали такую реализацию какого-то интересного проекта? Как они узнают о том, что именно в каком-то кабинете, в каком-то офисе, в каком-то помещении вы находитесь? То есть должны быть вот начальные мероприятия, не сразу какой-то тренинг и не сразу какое-то соревнование. Вот, допустим, сейчас у нас Федерация спорта, спортивной борьбы города Якутска пишет проект по как раз-таки развитию вольной борьбы в городе Якутске, да, и они как раз-таки сейчас пишут начальные там мероприятия о том, что идет информационная кампания, о том, что сначала будет проводиться отбор этих участников, то есть по физическим данным, да, потом эти ребята пройдут отборочные такие, как это называется, учебно-тренировочные сборы, это уже середина, а потом пойдут соревнования, а потом уже пойдут другое, да, то есть некий такой отбор, то есть должна быть логика проекта от начала до конца. Вот, это про последовательность. На всей ли заявленной территории проекта проводятся мероприятия. Это мы сегодня только что об этом говорили, во всех указанных в географии проекта регионах, городах, муниципальных образованиях. Вот на это тоже обратите внимание. Я вот, к примеру, привела, например, у нас были замечательные победители, они есть, они как раз-таки сейчас готовятся к написанию второго проекта. Это проект про «Мы будущее села», проект замечательный, составленный некоммерческой организацией «Совет патриотов» села Дерень Чурапчинского улуса. И вот как раз-таки у них была такая вот задача. Смотрите, как грамотно составлена задача: профориентация, повышение интереса и формирование умений и навыков ухода и выращивания зерновых, овощных культур и крупного рогатого скота, формирование бизнес-компетенций у детей и подростков в школе юного фермера. То есть смотрите, то есть здесь уже читая задачи, эксперт понимает, на что задача, какие навыки уже формируются, и о том, что эта задача ориентирована на целевую группу детей и подростков. И школу, и вот смотрите, те два мероприятия, которые как раз-таки решают эту задачу. Эту задача решается двумя путями, двумя мероприятиями. Это школа юного фермера 1.0, то есть это первая вступительная часть, да, для учащихся начальной школы, они вот подчеркнули в скобке, и школа юного фермера 2.0.
И в скобке они указали, что это школа юного фермера, она ориентирована для учащихся среднего и старшего звеньев школы. То есть это вот некая такая для вас шпаргалочка. И вот смотрите, в ожидаемых результатах, где вы видите, да, они четко указали количественные данные. 60 детей и 10 волонтеров, 20 родителей, 130 детей, 20 волонтеров, 30 родителей. То есть они не забыли ни одну целевую группу, они всех указали. И указали в содержании, да, в содержании мероприятий конкретно, что в рамках этого мероприятия пройдет и какие качественные результаты у детей произойдет, да, вот. То есть вот примерно вот так вот пишется. Иногда кто-то пишет кратко, кто-то пишет подробно, никто вас не ограничивает, поэтому именно вот ваша воля, ваша мотивация, ваше желание – это вот все сделать так, как вы хотите. Самое главное, наша задача – это доказать экспертам, что действительно мы в теме, что мы хотим действительно реализовать и решить ту или иную социальную проблему. Вот. Мы об этом говорили тоже в следующий раз, достаточно ли мероприятий, да, то есть мы можем проверить, как. Есть технология обратной логики, когда мы читаем мероприятие, потом читаем задачи, потом читаем цель. И отвечаем и смотрим на цель, и решает ли наша цель проблему целевой группы, и устранят ли задачи все препятствия на пути к цели. Вот об этом говорится. Поэтому, когда все пишется, мы обычно даем проверить экспертам, друзьям, либо своим коллегам прочитать проект. И как раз-таки проверить проект всегда интересно с конца. Наоборот, обратная логика, и тогда бывает очень интересно, ты сама себе можешь найти, так скажем, ошибки, да. Вот. Следующий раздел – это команда проекта. На самом деле команда – это очень важный ресурс, и в фонде президентских грантов имеются критерии про опыт команды, про компетентность команды. Вот, поэтому те люди, которые заходят к вам в команду, они должны быть компетентны именно в решении той проблемы, которую вы указали. И мы все прекрасно знаем о том, что команду проекта можно занести в заявку на портале фонда президентских грантов ручным способом, то есть мы когда набираем текст, да, печатаем, а есть другой способ, и он более удобный, и он рекомендуемый как раз-таки экспертами фонда президентских грантов. Это сайт Созидатели. Это партнерский сайт фонда президентских грантов, и он очень удобен. Один раз вы заводите команду, и если в будущем вы хотите привлечь эту же команду или одного из членов, одного из них в следующий проект, то вы просто одним нажатием кнопки, как говорится, вы отправляете приглашение, и этот человек, все данные, которые занесены на сайте в личном кабинете Созидателей, она автоматически заносится в команду проекта. И мы действительно рекомендуем всю команду сначала зарегистрировать на сайте Созидатели, отправить потом им приглашение на ту или иную должность в числе команды проекта и, как говорится, зарегистрировать их всех, заполнить команду проекта через сайт Созидатели. Это приветствуется, это рекомендуют все эксперты фонда президентских грантов, и как раз-таки видно, какой человек в скольких проектах участвует. Это, как говорится, про прозрачность, про открытость. И поэтому мы вам рекомендуем обязательно заглянуть на сайт Созидателя. Но если вы уже заполнили, потому что сейчас самый дорогой ресурс, у нас остается всего лишь 10 дней, вы можете пока оставить, а на будущее возьмите себе на заметку. Команда проекта. И вот как раз-таки перед вами сейчас стоят вот вопросы для самопроверки. Указан ли опыт квалификации членов команды? Если это экологический проект, желательно, чтобы человек был компетентным в этой области. Мы, например, когда пишем проекты по социализации, социальной адаптации выпускников детских домов, то мы обязательно берем к себе на работу опытных специалистов, психологов, и опыт мы везде пишем, что этот человек закончил институт психологии, что этот человек прошел курсы повышения квалификации по данным вопросам, что этот человек работал в службе
школы приемных родителей или в службе сопровождения семей. То есть мы должны доказать экспертам, что этот человек, вошедший в команду, он как раз-таки поможет решить проблемы. И он реализует мероприятия таким образом, что будут достигнуты количественные и качественные результаты. Описано ли в комментариях к статьям расходов бюджета, что будет делать каждый член команды в проекте, занятость каждого члена команды в проекте. Допустим, у нас есть руководитель, да? В любом проекте есть руководитель. И ясно, понятно, чем будет заниматься руководитель. Он будет руководить как раз-таки проектом. Но вдруг появляется в команде координатор. Что делает тогда координатор? Какими вопросами он занимается? Появляется методист. Чем занимается методист? То есть мы каждый штат мы должны доказать. Если появляется тренер, то, естественно, он проводит секции там, по спорту. Если появляется хореограф, то он проводит какое-то мероприятие. И чаще всего иногда пишет про объем часов, что он действительно проведет в каждом месяце вот столько-то часов там, занятий, допустим, да, чем он будет заниматься. Вот. Соответствует ли указанный опыт квалификации членов команды именно функциям в проекте? То есть вот о чем мы говорили, да, что хореограф будет проводить именно танцевальные занятия, психолог будет проводить психологические консультации детям-сиротам. То есть все должно, как говорится, логично соответствовать. Достаточно ли членов команды и привлеченных экспертов для того, чтобы реализовать все запланированные мероприятия? Иногда бывает огромный проект приносит такой, да, на 1,5 года, и всего лишь там 2 человечка. Это не команда проекта. Это, как говорится, люди, которые все носят, как говорится, на себе, и перед экспертом стоит большой вопрос, действительно ли они смогут, допустим, достичь. И поставят как раз-таки в критерии про опыт команды, допустим, да, что там вы можете получить меньше баллов. Вот. Все ли сотрудники в команде на самом деле будут задействованы в проекте? То есть вы кого-то указали, что он вот в каждом в ожидаемых результатах, что мероприятия будут проведены руководителем, координатором, кем-то, а один специалист у нас вообще не указан или указан только в одном мероприятии. И тогда действительно какая-то неполная информация будет предоставлена, поэтому мы должны понимать. И вот действительно, когда вы все сделаете, все равно надо будет по несколько раз прочитать свою заявку, действительно ли все сотрудники в команде, они задействованы, или кого-то мы вообще не указали, и нужен ли он нам тогда вообще, да? Вот. Бюджет проекта. Бюджет проекта, и как раз-таки, насколько он реально составлен, насколько суммы реальны, да, то есть все это очень хорошо оценивается, вот. И вот первый вопрос. Все ли расходы на проведение мероприятия отражены в бюджете проекта? К примеру, там, допустим, говорится про какие вы проводите какие-то конкурсы, вы проводите там по итогам конкурса, вручаете им грамоты, кубки, там призы, да, то указываете ли это в бюджете, допустим, на медали, на кубки, на какие-то небольшие призы, допустим, да, или вы куда-то едете на соревнования, либо кто-то едет на курсы повышения квалификации. Кстати, на курс повышения квалификации могут только штатные работники, да, то как раз-таки указали ли вы транспортный расход, да, расходы на проезд, на проживание, допустим, все должно быть, ничто не должно быть упущено. А чаще всего мы рекомендуем что? Когда в рамках проекта приобретается что-то крупное, к примеру, сельскохозяйственная техника, да, вот то, что покупали как раз-таки чурапчинцы село Дерень, некоммерческая организация «Совет патриотов», то они прямо для того, чтобы доказать экспертам, для чего, в каком мероприятии необходима эта техника, то они как раз-таки указывали это в ожидаемом результате. На средства гранта мы приобретаем для проведения вот этого мероприятия вот что-то, что-то. То есть конкретно они указывали. Я и вам так рекомендую, если вы приобретаете что-то крупное, да, вот. Все ли расходы необходимы для проведения мероприятий? Мы сейчас все находимся в очень сложной эпидемиологической обстановке в связи с пандемией, поэтому, например, меньше стали как раз-таки очень многие некоммерческие организации распечатывать какие-то буклеты.
Потому что сейчас есть такое понятие, как цифровизация, когда мы можем действительно информацию передать на телефон, отправить на электронную почту, рассылку, что-то, да, то есть потому что когда мы передаем тот или иной буклет или плакат, мы понимаем о том, что мы можем друг друга заразить. То есть есть такие понятия. Вот поэтому, да, поэтому обратите вот на это вот внимание. Все ли расходы, как говорится, вам действительно нужны? Или можно не тратиться на футболки, можно не тратиться на всякие какие-то одежду, допустим, да, потому что как раз-таки массовые мероприятия, возможно, как раз-таки не рекомендуются. Вот. Имеет ли статьи бюджета обоснование в комментариях? То есть в бюджете обязательно каждую сумму нужно доказать. Обоснование, почему вы хотите, для чего вы покупаете тот или иной инвентарь. Расчет суммы должен быть, откуда вы взяли эту сумму, и ссылку на аналогичные товары, услуги в интернете. Не обязательно именно у тех контрагентов, у которых вы приобретаете, а именно цену, рыночную стоимость на момент составления заявки. И вот смотрите, мы, по-моему, несколько раз рассказывали на своих вебинарах о том, что как мы писали проект «Ресурсный центр Арктика». Мы очень долго доказывали экспертам, то есть доказывали экспертам о том, что у нас такие дорогие авиабилеты. Что для этого мы сделали? Мы зашли на сайт Главного агентства воздушных сообщений ГАВС, взяли оттуда ссылку на авиаперелеты, например, Якутск-Оленек, Якутск-Тикси. И прямо вот эту ссылку положили на заявку в комментарии бюджета, прямо на ссылку ГАВС. И тогда эксперты, как говорится, заходили по этой ссылке, и действительно они видели 60 тысяч туда и обратно, 50 тысяч туда и обратно. И только так мы можем доказать как раз-таки реалистичность бюджета. Вот. Все расходы бюджета соответствуют требованиям положения о конкурсе. Да? То есть для этого есть методичка по составлению бюджета, и мы должны понимать о том, что для чего как раз-таки не распространяется бюджет. Для строительства, например, мы все прекрасно знаем о том, что на это не распространяется бюджет фонда президентских грантов. Отражено ли в бюджете софинансирование? Бывают замечательные проекты, но софинансирование бывает 0 рублей, 0 копеек. Это неинтересно для экспертов, и поэтому вы обязательно должны понимать о том, что есть такое понятие, как софинансирование. Но софинансирование можно указать по-разному. Это самое вот... В чем вообще фонд президентских грантов, как говорится, удобен, да, для работы некоммерческой организации? Это единственный фонд, по-моему, на самом деле, да, который как раз-таки не требует от нас платежек, договоров именно по софинансированию. Он нам верит. И поэтому как раз-таки мы можем указать о том, что софинансирование будет заработная плата, мы можем указать о том, что у нас труд волонтеров идет как софинансирование. Если у нас есть своя собственная машина, мы можем ее указать софинансирование, как услуги такси или услуги там, перевозки, допустим. Да, если мы самостоятельно что-то перевозим. То есть какая-то мебель мы сами приобретаем, допустим, или у нас имеется, мы это можем все показать в софинансировании. Вот. И в чем, как говорится, подход фонда президентских грантов удобен для некоммерческих организаций, это то, что нет такого опыта, когда фонд президентских грантов приезжает в некоммерческую организацию и проверяет, стоит над душой, там, допустим, где ваша целевая группа, что вы там ведете, откройте нам журнал. Нет такого. Они доверяют нам, и мы действительно перед ними как раз-таки отчитываемся по финансовому отчету, именно по гранту, только по гранту, и отчитываемся мы как раз-таки по мероприятиям, фотографиями, списками, там, результатами там, опроса, анкетирования или выпуском каких-то публикаций в средствах массовой информации о том, что действительно мы на ваши средства гранта, мы везде указываем в своих источниках, что так-то так на средства фонда президентских грантов мы реализовали то или иное мероприятие и реализуем проект при поддержке фонда президентских грантов. Вот. Отражен ли в комментариях источник софинансирования, то есть мы можем написать, что это собственный, да,
вклад, что это труд волонтеров, что это вклад партнеров. Мы можем указать, например, если ваш проект поддерживает Алмаз-Эргенбанк, то в софинансировании вы можете указать о том, что софинансирование происходит за счет средств партнеров Алмаз-Эргенбанка. Это, наоборот, приветствуется, как раз-таки фонд видит, что вы опытная организация, что вы имеете опыт сотрудничества с бизнес-компанией, да, это интересно. Вот. Да, то же самое, если обоснование софинансирования в комментариях. То есть не должно быть такого, что, к примеру, что это же за счет софинансирования. Зачем фонду президентских грантов писать комментарий от расчета, там, допустим, софинансирования? Это же мои деньги. Не должно быть такого отношения. Софинансирование вы также должны показать свой расчет, откуда вы взяли эту сумму. Вот. И указано ли в письмах поддержки как раз-таки вот эта вот финансовая поддержка. Вот. Об этом тоже нужно будет, как говорится, на это нужно будет обратить внимание. Теперь мы как раз-таки переходим к тем самым письмам поддержки. На самом деле это немаловажная вещь. Мы в первый раз не прошли в конкурсе по проекту «Ресурсный центр Арктика». Потом мы, когда приезжали эксперты фонда президентских грантов во время гражданского форума в 2019 году, мы показали свою заявку, и они четко, ясно объяснили о том, что если вы хотите реализовать проект на территории всех 13 арктических улусов, то у вас в заявке должны быть прикреплены письма поддержки от всех 13 арктических районов. Мы сделали по их рекомендациям. Мы вышли на все администрации арктических районов, и все главы 13 арктических улусов дали нам письма поддержки. Мы все это одним файлом прикрепили к заявке. И мы потом действительно стали победителем по проекту «Ресурсный центр Арктика». Это вот такой живой, настоящий, реальный кейс. Вот, поэтому если у вас появляются те самые партнеры, надежные, верные друзья, то вы от них должны потребовать письма поддержки. Письма поддержки, вот, к примеру, мы всегда, наши партнеры пишут прямо на имя генерального директора Ильи Владимировича Чукалина о поддержке проекта, например, фонда «Семья для ребенка» или единого ресурсного центра. И в проекте обязательно они указывают о том, что кем является некоммерческая организация, насколько долго он вообще реализует свою деятельность на территории Республики Саха-Якутия, что мы там пользуемся авторитетом, доверием, что мы действительно в течение скольких-то лет реализуем проекты, направленные, например, на социализацию, социальную адаптацию выпускников детских домов. Да? И обязательно в письме партнеры должны указать, какую поддержку они нам оказывают. Информационную поддержку, организационную поддержку, финансовую поддержку, консультационную поддержку, чтобы это должно быть, как говорится, указано. Вот, поэтому обратите на это внимание. Обратите внимание, и в конце проекта, допустим, должно быть такое предложение, я, к примеру, конечно, говорю, вы можете по-другому его, конечно, формулировать, о том, что в случае победы в конкурсе гарантируем оказать организационную, консультационную или финансовую поддержку. То есть вот должно быть такое предложение, да, и вы сейчас вот как раз-таки можете изменить свои письма поддержки. Опыт и информационно открытая организация – немаловажная вещь. Я еще раз говорю о том, что информационная открытость организации – это один из принципов деятельности некоммерческой организации. Если мы нигде о себе не пишем, если мы нигде не выступаем, если мы о себе не заявляем, то нас не существует. О том, что существует государственное учреждение, все прекрасно знают. О том, что существует та или иная некоммерческая организация, не все знают. И как раз-таки исходя из того, насколько мы открыты и доступны. И как раз-таки в период пандемии, когда проходил летом специальный конкурс фонда президентских грантов, мы все прекрасно знаем о том, что эксперты фонда президентских грантов обращали огромное внимание именно информационной открытости организации, потому что в сложный период те целевые группы, которые остро нуждаются в поддержке, они должны были знать, что за мы организация,
давно ли мы существуем, где мы находимся, в каком графике, в каком режиме они работают, и какие правила именно против пандемии, да, существуют у этой организации. Поэтому действительно стало важно иметь сайт организации, иметь страницы в социальных сетях, иметь публикации в средствах массовой информации. Каким образом люди действительно знают, что имеется та или иная организация. Исходя вообще, конечно, сайт вести и открыть сайт – это не дело одного дня, и это не так быстро. И если действительно у вас есть волонтеры, это могут быть ваши взрослые дети, подростки, сейчас они очень быстро и легко, лучше нас ориентируются в цифровом пространстве, поэтому если у вас есть племянники, двоюродные, там, подростки, дети, старшие, там, студенты, да, то вы можете им дать задание создать вам сайт, если вы не имеете сайта, если вы, конечно, успеваете, да, но это как раз-таки наши настоящие волонтеры, которые могут нам помочь, наши близкие люди. В первое время действительно нам помогали волонтеры, дети наших сотрудников, которые открывали сайт, которые каждый день наполняли содержание сайта, да, вот. И на сайте на самом деле, если мы прикрепляем к нему годовой отчет публичный, если мы указываем про свои мероприятия, да, то действительно мы зарабатываем дополнительные баллы, потому что у экспертов есть свой чек-лист, подобный вот нашему, да, аналогичный, и где они ставят баллы. И вот как раз-таки в колонке имеется ли отчет, там, допустим, например, когда проводили вебинар «Сибирский центр поддержки общественных инициатив для наших участников грантов главы республики», то у них появился спойлер, да, то есть они сказали, если вы указываете ссылку на публичный отчет, то вы плюс зарабатываете 1,5 балла. То есть есть такие уже ориентиры, что действительно нужно заработать баллы, да, вот. Но если у вас как такового сайта нет, то надо быть информационно открытым, хотя бы иметь социальные сети. Инстаграм и Фейсбук, наиболее такие популярные и доступные в республике, тем более в городе Якутске, да, вот. Почему? Потому что это удобно и, как говорится, действительно через Инстаграм, через Фейсбук действительно можно вести, доказать экспертам, что вы информационно открыты. И самое главное, если у вас есть телефон, и вы можете скачать абсолютно бесплатно Инстаграм и Фейсбук. У меня есть личная страница в Фейсбуке, у меня есть личная страница в Инстаграме. Абсолютно ни копейки я не заплатила для того, чтобы скачать это приложение раз. И абсолютно это не требует денег. Уже сколько лет я веду свои страницы, и вы ведете страницы, вы прекрасно знаете, что мы за это не платим ни одной копейки. Вот, поэтому для организации тоже можно открыть аккаунт и вести его, и начать можно его даже сейчас завести, да. Вот. Следующее. Если следующая информация на вашей заявке, вот смотрите, в 4-й раздел заявки в фонде президентских грантов, это про вашу организацию. Она так и называется «Организация-заявитель». 4-й раздел в заявке фонда президентских грантов. Почему она такая дотошная? Потому что, смотрите, исходя из грамотного, вот, исходя из того, как вы относитесь к составлению заявки, исходя из того, насколько полно вы отражаете свою деятельность и организацию, от этого зависит доверие экспертов и вообще фонда президентских грантов, могут ли они вам доверить федеральные деньги. И вы должны показать очень, как говорится, грамотно и, как говорится, правдиво, да, указать действительно, какие субсидии, гранты вы получали за последние 5 лет, о ранее реализованных социальных проектах. Когда приходят к нам некоммерческие организации и говорят о том, что у них не было проектов, но на самом деле, когда рассказывают они про свои мероприятия, как они проводили фестивали, как они работали с семьями, раздавали им продукты, то это на самом деле социальные проекты. Поэтому в организации «Заявитель» есть там один пункт, напишите про свои социальные проекты, о своих социальных проектах, реализованных за последние 5 лет. И они там ставят галочку «Отсутствует». И это большой минус, потому что мы должны доказать экспертам, что даже на собственные средства мы реализовали вот социальные проекты, и мы умеем
опыт управления проектами. Если организация имеет опыт управления проектами, то эксперты уже доверяют, как говорится, на 50% гранты, что этот человек, это некоммерческая организация, сможет реализовать проект, потому что он уже имеет опыт управления проектом. Вот о чем говорится. Поэтому даже те организации, которые идут на 500, начинающие такие стартаперы, да, так скажем, некоммерческие организации на 500 тысяч, то вы должны все равно указать, какие проекты у вас были, что вы имеете, вы должны доказать экспертам о том, что вы умеете управлять проектами. Вот. И когда вот эксперты, мы как эксперты смотрим на заявки, и когда там стоит галочка «отсутствуют проекты», то действительно человек не может идти там, хотя у некоммерческой организации может быть очень интересный большой проект. Но так как он ставит себе галочку «отсутствуют проекты», ему не будут доверять, эксперты ему не доверят, не будут доверять такие вот федеральные гранты, потому что организация пока что не имеет опыта управления проектами. Вот. Подтверждена ли информация о ранее реализованных проектах ссылками на публикации СМИ? Поэтому там есть как раз-таки раздел, почти что заключительный такой вот пункт в разделе «Организация заявитель», ссылки на публикации в средствах массовой информации. И обязательно нужно как раз-таки публиковаться. И мы сегодня еще посмотрим, остановимся на карте гражданских инициатив, разработанной нами, нашей командой, Единым ресурсным центром, который специально создан для вас, некоммерческой организации, для того, чтобы вы как раз-таки там абсолютно бесплатно публиковали свои новости. И таким образом вы постепенно становились по высокого уровня информационно открытой организации. Вот скажем так. Вот. Если, допустим, публикация как раз-таки, если вы не публикуете в каких-либо средствах массовой информации, там ЕСИА, Сахалайф или ЕКТРУ, то вы можете публиковать о том, что вы провели то или иное мероприятие в соцсетях. Если, допустим, если есть сайт, то это замечательно. Если нет сайта, то в соцсетях можно указать о том, что вы реализовали то или иное мероприятие. Вот. Вот примерно вот так. Шестой вопрос. Если подтверждение того, что организация заявитель уже имела опыт управления суммами, то это как раз-таки опыт реализованных проектов. Указано ли имущество организации, которое планируется задействовать. И вот чаще всего некоммерческие организации приходят к нам и говорят о том, что у них ничего нет, что вот у нас нет никаких ресурсов. На самом деле тот же самый, допустим, посуда, стол, стул, там, ноутбук, там, допустим, да, или там роутер, интернет, или там маленький кабинетик, допустим, да, это все ваши ресурсы. Кулер, чайник, все, мы все пишем. Даже те книжки, которые у вас имеются, специализированная литература, являются вашими ресурсами. И благодаря тому, что у вас есть ноутбук, стол, стул, там, допустим, компьютер, принтер, как говорится, вы как раз-таки говорите эксперту о том, что вы имеете уже какую некую базу, и вы готовы, как говорится, дополнительно что-то приобрести и реализовать проект. Вот, не надо там говорить о том, что у вас ничего нет, у вас есть. Вот как раз-таки тот самый сайт irtportal.ru, на котором вы можете зарегистрироваться, открыть свой личный кабинет, и через личный кабинет вы можете отправить, во-первых, записаться к нам на консультацию. В связи с пандемией мы ведем экспертизу и консультации только по предварительной записи, чтобы там был небольшой промежуток, чтобы мы действительно, как говорится, провели некую уборку, и чтобы вы там не оказались в массе людей, скоплению людей, да, поэтому вот для этого. А во-вторых, вы тут можете заявить, показать свои проекты, вы тут можете написать нам и отправить свои фото и новости, мы тут же публикуем, да, вот. И как раз-таки этот сайт именно направлен на то, чтобы вы были информационно открытыми. Если вы не имеете своих соцсетей и сайтов, то вы начните именно прямо сегодня, отправляйте, регистрируйтесь, пишите свои проекты, здесь краткое описание, в чем вы нуждаетесь, какой проект вы реализуете сейчас, это может быть несколько проектов, отправляйте свои новости, фотографии, и как раз-таки мы поможем вам уже сейчас перед конкурсом и во время экспертизы проекта, вы это можете делать, мы поможем вам стать информационно открытым. Как раз-таки мы подходим как раз-таки к критериям оценки. Мы сейчас прошли весь чек-лист.
И я сейчас попрошу моего коллегу Леонида Савина, нашего администратора, в чате отправить чек-лист в форме PDF, он имеется, вы его обязательно скачайте, либо, если не сможете сейчас скачать, мы все равно повторим вам на вашей электронной почте, которую вы указали в чате, и мы вам отправим и критерии оценки, которые вы сейчас видите, и также отправим вам чек-лист для того, чтобы вы сами самостоятельно, либо с командой вместе проанализировали свою заявку, правильно ли вы сейчас идете, как говорится, правильно ли ведете сейчас курс, так скажем, да, на конкурс фонда президентских грантов. Вот по этим 10 критериям проверяют нас уважаемые эксперты фонда президентских грантов. Если у вас проект не был поддержан, то абсолютно точно, что вы можете зайти в свой личный кабинет на сайте фонда президентских грантов, открыть неподдержанную заявку, посмотреть как раз-таки, в каком критерии вы как раз-таки не заработали баллы, в каком критерии, сколько баллов вам поставили эксперты, и как раз-таки можно именно, как говорят НКОшники, добить тот или иной критерий. Действительно, поднять информационную открытость, либо актуальность, либо команду поменять, либо что. То есть обязательно обратите внимание, у вас уже есть почти что готовый чек-лист именно по критериям оценки, то вы можете ее, как говорится, посмотреть. И вот как раз-таки та самая схема, о которой мы сегодня и вообще в вебинарах говорим о том, что имеется проблема. Это целевая группа, это территория, это исследованная проблема, да, что исходя из проблемы вы формулируете цель, которая должна быть достижима, конкретно, измерима, и она направлена на результат, и она, вот исходя из цели, у нас формируются задачи. От задач у нас формируются как раз-таки мероприятия, мероприятие у нас реализуется командой компетентной, от мероприятий как раз-таки выстраивается полностью скелет и полностью содержание бюджета, на что вы, да, и есть такое понятие, как софинансирование. Вот это вот как раз-таки и схема социального проектирования, система, и как раз-таки она у вас должна быть, как говорится, как рабочая шпаргалка, она должна быть у вас как раз-таки при себе. Вот в эти дни, в эти 10 дней вы должны как раз-таки и спать, и вставать как раз-таки вот с этой вот схемой. Вот, и вот наша команда, с которой мы, как говорится, творчески, плодотворно работаем. Есть наша электронная почта, куда вы можете отправить свою заявку для экспертизы. Вы можете позвонить нашему администратору, спросить, как там зарегистрироваться, да, в личном открыть личный кабинет, допустим, на карте гражданских инициатив. Есть сайт, вот портал, есть YouTube-канал, на который вы можете, как говорится, посмотреть все наши предыдущие семинары. Сейчас я остановлю демонстрацию, хочу посмотреть в чат. Так, и можем сейчас перейти к вопросам. Вот как раз-таки Леонид Савин вам отправил 4 ссылки: портал «Молодежь России», методические материалы конкурсам и вебинары, краткий курс от добровольца России, образовалка и вебинар от фонда президентских грантов. Это все ссылки на как раз-таки обучающиеся вебинары, материалы по социальному проектированию для начинающих и даже для продолжающих. Вот. И давайте мы сейчас перейдем к нашим вопросам. Очень много написали. Так, я вижу, на чем я остановилась. Так, и сейчас запись семинара будет доступна не на сайте, у нас будет она как раз-таки доступна, запись вебинара на нашем YouTube-канале. Как только мы сегодня завершим, у нас будет время для того, чтобы IT-специалист полностью все это, как говорится, записал его на YouTube-канал. Так, контакты Единого ресурсного центра вам направили. Так, мы все здесь знакомимся, получили от вас всех почты. Сейчас мы посмотрим, какие же у нас вопросы. Огромное спасибо за полную полезную информацию. Вынуждена выйти параллельно семинар.
Галина Соломонова, спасибо. А как отразится финансирование техники, мебели по суммам? По суммам, конечно. Так, скачайте чек-лист, вам отправили чек-лист, повторили чек-лист. Так, на электронную почту, да, мы вам отправим. Обязательно ли прикладывать письма партнеров? Конечно. И это приветствует. Я вам рассказала реальный свой живой кейс, которым мы, как говорится, когда не прошли по конкурсу, в конкурсе Фонда президентства в 2019 году, и мы спросили, задали этот вопрос самому эксперту Фонда президентских грантов, и он нам ответил о том, что если вы хотите реализовать проект на всей территории Арктики, то все 13 арктических полуостров, главы должны вам отправить письма поддержки. Мы сделали, мы и победили. Абсолютно просто. Так, отправьте, пожалуйста, на почту отправим. Так. У нас маленький проект. Обязательно ли минимум 3 задачи? В зависимости, что за проект, и действительно ли настолько маленький проект, что сможете ли вы в период реализации проекта, как говорится, успеть достигнуть те самые результаты, на которые вы, как говорится, нацелены. Вот в этом вопрос. Вот. Ну, две задачи я даже не представляю. Для меня это, как говорится, 3 задачи – это норма. Вот 3 задачи. У нас есть партнеры, но устная договоренность, писем не имеем. Но желательно, чтобы была письменная поддержка, коллеги. Так, спасибо за полезную информацию. Сколько мероприятий надо или это не главное? Почему? Вот как раз-таки комплекс мероприятий – это и есть социальный проект. Это и есть социальный, потому что социальный эффект мы достигаем благодаря реализации мероприятий. Поэтому обязательно, сколько мероприятий, это зависимость от задачи. Если цель поставлена правильно, если задачи правильно поставлены, то как раз-таки, как вы реализуете, как вы достигаете, решаете задачу, именно благодаря мероприятиям. Поэтому каждое мероприятие имеет по 2 мероприятия. Но кульминационная задача, главная задача из них, да, наиболее такая важная задача, хотя все задачи важны, не надо так говорить, то мы, например, упор делаем, например, на социализацию, социальную адаптацию, к примеру, и мы там уже несколько мероприятий ставим, да. Так, если мы идем на 500 тысяч, наше софинансирование в какую сумму должно быть оптимальное. Но вообще приветствуется, когда софинансирование от 30% выше. Сколько могут быть партнеры в одном проекте, в зависимости от проблемы, допустим, да, и партнеры желательно должны быть именно те, с которыми вы сотрудничаете, а вообще не надо искать сейчас за 10 дней новых партнеров, предлагать им, потому что вы только время потеряете, и сейчас нужно включать именно тех партнеров, которые действительно надежны, действительно могут вам действительно оказать поддержку, то есть помещение предоставить, да, там, машину предоставить. Так. Должно ли быть софинансирование его соотношения? Софинансирование должно быть. Прочитайте внимательно, посмотрите на нашем YouTube-канале в предыдущий вебинар «Бюджет проекта». Там мы говорили про софинансирование, его соотношение. Соотношение желательно, чтобы это было от 30%. Но бывают и проекты чуть меньше с процентным соотношением, но софинансирование должно быть. Заработные платы нужно указывать в бюджете, конечно. В бюджете нужно указывать, есть штатные сотрудники, есть привлеченные специалисты, и если, допустим, вы не хотите команду проекта все показать в разделе оплата труда, допустим, штатных работников, либо привлеченных специалистов, вы некоторых работников, которые появляются в рамках вашего проекта как выполняющие услуги, то есть раздел в бюджете как услуги, да, организация мероприятий и услуги, то вы можете указать их, допустим. Например, вам нужен ведущий для тамада или там ведущий мероприятия, например, вы проводите какой-то фест, акцию, то тогда его можно указать только как услуги. Либо нужен вам человек, который только снимет ролик, его не надо в команду включать как видеооператор.
Нет, его нужно включать как раз-таки в разделе услуги или организация мероприятий, как информационное сопровождение проекта, либо как там он создаст вам за сколько-то тысяч там ролики, сколько-то штук. Вот это нужно будет указать. Хотели участвовать до 500, но у нас выше получается. Поэтому аренду, коммунальную услугу учли на констовары. Молодцы, уже поняли, что вы хотите за счет гранта. Сколько долго реализуется проект. Вообще, посмотрите на сайте Фонда президентских грантов положение конкурса. И мы все знаем о том, что вот этот конкурс, на который мы все сейчас стремимся и пишем проекты, реализация проекта должна быть начата, по-моему, если не ошибаюсь, с 1 июля и до конца декабря 2022 года. И это не говорит о том, что вы должны проект уже начать с 1 июля. Вы можете начать отдохнуть спокойно, начать реализацию проекта с 1 сентября. Никто вас не ограничивает, не заставляет. Завершить проект чуть раньше, допустим, да, и потом спокойно, как говорится, встретить 2023 год. Вот, то есть это полностью, говорится, ваше самотворчество. Вот. Если посчитаем, все сильно большая сумма получается, но оставьте именно те, которые вам действительно необходимо нужны. При создании в бульвара какие мероприятия можно проводить, посоветуйте, спасибо. Бульвар – это про что? Вообще на строительство деньги не, как говорится, привлекаются. Запрещается строительство при фонде президентских грантов, поэтому я хотела бы, чтобы вы уточнили. При реализации проекта демографического характера приветствуется ли проект такого характера? Вообще в фонд президентских грантов есть 13 направлений конкурса. 13 направлений конкурса, вы должны смотреть. Демография бывает разная, там есть разные направления, поэтому, может, вы позвоните, либо напишите на почту, оставьте свои контакты, потому что демография, она другой. Может быть, действительно, сейчас я не понимаю вопрос. Все зависит от направления конкурса, который вы выбираете. А направление конкурса четко должно соответствовать вашему уставу, видам деятельности, целям и задачам вашего устава. Поэтому как пазл оно должно сойтись. Поэтому поднимите свой устав, откройте сайт Фонда президентских грантов, направление конкурса. И если вы там найдете подходящее вам направление, то вы должны написать проект по данному направлению. Если деревня маленькая, сколько процентов жителей примерно должно участвовать в проекте? Опять-таки, у этой целевой группы должна быть социальная проблема. Если проблема касается всех жителей поселка, то почему бы и нет включить всех, допустим, если совсем небольшая. И как раз-таки, когда к нам на прошлой неделе к нам приезжал федеральный эксперт по Росмолодежи, да, агентство стратегических инициатив, и он как раз-таки сказал о том, что есть проекты, которые вот в деревне живут 100 человек, и проект направлен на всех 100, то это тоже хорошо. И как раз-таки в критерии масштаб проекта они могут вам поставить повыше баллов, во-первых. Во-вторых, опрос населения вы можете сделать чуть ли не с каждым человеком. Вот. Это зависит от проблемы целевой группы. Возможно, проблема имеется только у конкретной целевой группы, у детей, у семей. Не все же там, допустим, и дети, и семьи. Вот. Пожалуйста, ответьте на вопрос, что требуется по пункту 17. Что за пункт 17 человек пропустил? Давайте мы сейчас вспомним, напомним. Так, надо будет понять, что за пункт был 17-й. По-моему, про опыт организации был или про СМИ, ссылки. Мы обязательно вам ответим сейчас. В софинансировании обязательно сумму указывать, да. Здравствуйте, на пошив и покупку материала можно ли писать проект? В зависимости от проекта. Если, допустим, есть проекты, именно если это действительно указано в вашем уставе, что вы там сохраняете культуру там, коренных малочисленных народов или там или вы решаете социальную проблему путем там шитья, то действительно вы можете, конечно,
проект вы пишете на решение какой-то социальной проблемы, а пошив, покупка материалов – это как раз-таки технологии, через которые вы решаете социальную проблему. Сегодня, если отправить заявку, получим поддержку от вас. Вопрос такой, да? Поговорила, что до 5 марта обратная связь будет. Вообще желательно, конечно, заявки отправлять сейчас, чтобы мы его распределили. У нас как идет вообще работа, да? Обычно мы утром открываем почту, но в течение дня все равно смотрим, и по нагруженности экспертов мы отправляем, допустим, у кого-то там, допустим, кто-то решил там не податься, у эксперта освобождается, как говорится, квота или место, время, и тогда мы передаем, как говорится, на экспертизу проект, и желательно для обратной связи, чтобы вы указали не только почту, но и телефон, так быстрее. Слишком большое софинансирование тоже не приветствуется, я так поняла, свое софинансирование. Приветствуется ли сквер матерям-героиням. Но вообще, допустим, если, смотрите, сквер глобальный, если это строительство, то оно не пойдет, а если вы хотите какие-то малые архитектурные формы, допустим, да, за счет средств, ну да, проект может и называться и сквер матерям-героиням или матери, там, допустим, слава матерям, допустим, по-разному, но в рамках проекта, исходя из своих ресурсов, исходя из своих ресурсов, софинансирования, можно запросить деньги на, допустим, малые архитектурные формы, там, допустим, скамеечки или какой-то памятник маленький, допустим, ну, не совсем маленький, да, но соответствующий, да, потому что вот сейчас у нас как раз-таки при поддержке нашего коллеги, эксперта, одна некоммерческая организация выиграла грант на реализацию проекта, в рамках которого они сейчас создают чуть ли не 11-13 скульптур по образам произведений Кулаковского «Ксюкулях-Олексей», и на берегу реки Амга, в селе Чечемах, если я не ошибаюсь, сейчас вот как раз-таки скульптуры начали строиться, вот они, вот, допустим, вот на это вот они, допустим, доказали экспертам, что это малоархитектурные формы, что это скульптуры, что на них вот нужны деньги, что это социальный проект, что сколько-то человек примут участие в мероприятиях проекта, в открытии, что потом детишки будут изучать по этим скульптурам и рисовать, и что-то там делать. И, в общем, таким образом и память сохраняется, и возрождается, и таким образом увековечивается память о Ксюкулях-Олексей на родине, да. Вот каким-то образом нужно доказать экспертам, да, и не только одно мероприятие должно быть в рамках проекта, должно быть несколько. Это комплекс мероприятий, это социальный проект, из которого мы получаем социальный эффект и решаем социальные проблемы. Вот про это. Вот. Как-то так. Я, по-моему, ответила на все вопросы. Единственное, что пункт 17 я сейчас не могу найти, но я обязательно сейчас найду. А пока вы пишите ответы, либо кто-то может включить микрофон и задать вот так вот вопрос. Пожалуйста. Вопросы есть? Замечательный вебинар, получили нужную информацию. Спасибо центру и вам, Надежда. Будем работать с проектом, дорабатывать соответственно. Спасибо. Очень приятно. Так, пункт 17. Загадочный пункт 17. Так. По-моему, это было... Пункт 28 о субсидиях. Пункт 18. Спасибо большое. Спасибо большое. А как лично с вами можно связаться? Так, но если я сейчас отправлю свой телефон, так, давайте через администратора. Я попрошу сейчас Леонида Савина повторить контакты. Можно записаться тогда?
либо отправить проверку заявки на почту. Можно указать для Надежды. Эти убрали. Не вижу я. Кто-то включил микрофон. У вас вопрос? Нет. Наоборот, хотела выключить. Оказывается, столько делов. Конечно, много делов. Когда работаем, много делов. Тут же все. Дроболаран, сетегül, Да. чебет оглапа, вебинар болла. Крити, иннети тоққа чатқы толлыбыт почтаға үті путун септа тугу. Мы чат сохранили. И Ага. сейчас, после небольшого перерыва, мы обязательно вам, полностью сейчас мне передает, допустим, чат сейчас сохранит IT-специалист, и мы обязательно вам отправим. Ну, Чек-лист. ага, тоқтар мен проектім боланна после обеда ыттақпына. Можно до какого тутағты чахыды. Ну, желательно, конечно, отправьте, и рабочий день у нас заканчивается в 5-6 часов, поэтому я думаю, что будет время посмотреть. Хорошо, И спасибо. ответить. Значит, обязательно, он там советы на такие координаты. Да, оставьте, пожалуйста, если даже вы отправите по почте, укажите, пожалуйста, мобильный телефон, так будет быстрее. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Ну что, если вопросов нет, я думаю, что мы можем завершить, если вопросов нет. Всем спасибо, до новых встреч. Всем